Через призму впечатлений, полученных в ходе изучения культуры, традиций, архитектуры и природы Абхазии, московские студенты разработали целый ряд уникальных маршрутов для путешествий по удивительному краю, основанных на маркетинге смыслов. 3 года назад руководитель проекта, старший преподаватель президентской академии Анна Медлева, впервые приехав в Абхазию, была очарована ее красотой. И пока я здесь была 2 недели, я постоянно в силу своей профессии сталкивалась с вопросами: а что бы вы сделали здесь? А как вам кажется, что может быть тут? У меня, конечно, всегда, как у архитектора, есть ответы, но я не считаю, что я правомерно предлагать вам или тем более навязывать какие-то решения. И так случилось, что волею судеб мне предложили стать руководителем дипломного проекта и сказали, что я могу выбирать свободную тему. Тогда почему не выбрать Абхазию? Так родилась идея представленной здесь выставки. Первый этап проектирования, знакомства с республикой, был построен на изучении открытых источников, после чего студентам было предложено выбрать один из участков для дальнейшего дипломного проектирования на территории Абхазии и создания композиции, основанной на интуитивном восприятии места. Интернет, какие-то отзывы, картинки, книги, которые были в доступе. И первым этапом работы нашей вы увидите коллажи, которые находятся в той части выставочного зала. Это был абсолютно интуитивный поиск. То есть некая художественная композиция, положенная на территорию, при помощи Google карт мы работали, через эмоциональное восприятие того, что они увидели, прочитали и узнали. Дальше я им предложила перевести это в рельеф. И то, что у нас получилось, вы увидите в макетах, которые здесь представлены. И уже только потом мы полетели сюда на практику, и после этого уже рождались те проекты архитектурные, которые увидите в той части зала. Настоящая экспозиция макетов представляет собой творческий поиск. Еще до выезда на место проектирования студенты, собрав информацию из открытых источников, постигали характер и особенности местности. Перед учащимися стояла задача нащупать атмосферу места, то есть провести изыскания в области возможных сценариев развития места, включая мистификацию и футуристическое представление о возможной средовой режиссуре пространства. В прошлом году представленную в той части зала выставку мы показали на самом главном мероприятии в Москве, которое посвящено архитектуре и называется «Арх-Москва». Мы получили дипломы, мы получили овации. У нас были представители администрации, у нас были в гостях представители абхазской диаспоры. Мы получили очень хорошие отзывы. В рамках этой разработки дипломной работы нами была спроектирована настоящая палитра, которая называется «Цвета Абхазии». И ее уже наша партнерская компания «Краски Мандерс» запустила в продажу. Ее можно купить. Но и тоже мы на этом не остановились, потому что на следующий год в дипломное проектирование в Академии при президенте Российской Федерации у нас входит задание, которое называется «Палитра Сухума». И я очень надеюсь на поддержку администрации города, на выдачу нам технического задания, потому что палитра уже в работе. И нам очень хочется, чтобы наш труд был востребован, он был вам нужен, чтобы вы из этого что-то для себя полезное почерпнули. Как я и сказала, мы разработали не только туристические маршруты, но и бренды этих туристических маршрутов. И мы привезли вам мерч, показать, как мы это видим. Главная задача любого проекта – создание уникальной атмосферы места, вызывающей незабываемые положительные эмоции. Принцип проектирования среды построен на сохранении памяти места, культурных традиций, бережном отношении к истории. Это история очарованных Абхазии. Да, история любви. Да, очарования без любви не бывает. И это действительно очарование, потому что мы с вами видим на протяжении уже многих лет, как методично разрабатывается образ Абхазии. Образы в современном мире имеют особое значение. Для того, чтобы сформировать позитивный образ,
расходуется колоссальный ресурс. Наши друзья сегодня представляют позитивный образ Абхазии, который они сформировали практически самостоятельно, без нашего участия. Далее московские студенты провели презентацию курсовой работы, посвященной туристическим маршрутам Абхазии и новому имиджу республики. Туристический маршрут кино показывает и рассказывает нам о фильмах, которые были сняты в Абхазии в советское и постсоветское время. Это маршрут ностальгии и воспоминаний о теплых героях и историях. Наш логотип в виде камеры объектива и человеческого глаза, что напрямую связано с нашим маршрутом. Паттерн бренда вдохновлен, я бы даже так сказала, вдохновлен национальными узорами. И также для своего бренда мы разработали уникальный продукт для ценителей искусства. Это виниловые пластинки, на которые мы будем записывать музыкальные произведения из наших фильмов, которые представлены в нашем маршруте. Все, что было разработано студентами за 2 года, было передано администрации города Сухум, а именно архитектурному департаменту. Документ был подписан руководителем проекта, старшим преподавателем президентской академии Анной Медлевой и главным архитектором столицы Светланой Шаменковой. Московские студенты также разработали развлекательно-познавательные настольные игры «Путешествия по Абхазии» и предложили абхазским учащимся госуниверситета сыграть в нее вместе. Шазина Ханагу, Нарсоу Цулуге, Абхазское телевидение.